Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, дома номер 102 и 104. Сюда с рабочей поездкой отправился Ради Хабиров. Цель – проанализировать, как благоустраиваются территории по программе «Башкирские дворики». Программу «Башкирские дворики» инициировал сам Ради Хабиров. Она строится на софинансировании. 94% платит бюджет Башкортостана, 5% – муниципальное образование и 1% – собственники. В 2019 году по программе «Башкирские дворики» благоустраивают 400 дворов. За 6 лет, на которые рассчитана программа, в порядок по всей республике приведут 3000 дворовых территорий. Работы на одной из них, на улице Ленина в Уфе, и проверяет Ради Хабиров. Здесь у нас реализуется программа «Башкирские дворики». Завершающая стадия, то есть уже на 90% смонтировано детское игровое оборудование, устанавливается у нас воркаут. Здесь был пустырь, ничего не было. Мы также увеличили парковочные места. Здесь 89 парковочных. Говорили, вот как двор. Полностью сразу несколько домов и вот полное благоустройство. Расширили парковку, да, сюда, видимо, да? Расширили. Совершенно верно, расширили. То есть перенесли опоры освещения, установили вот видеонаблюдение, тоже оно у нас подключено. Дальше мы его передадим в муниципальную собственность и дальше подключим к системе «Безопасный город». То есть это будет единая информационная у нас система. Это все на что будет выходить? Ну вот на ваш. Центр общественной безопасности, потом полиция будет пользоваться, все будут пользоваться. Раньше здесь вообще, наверное, ни одной видеокамеры не было. Не было, вот сейчас ничего. Первое появляется. А вот это вот мягкое покрытие, это что? Где брали его? Это резиновая крошка, это наши производители. Наши? Да. Промцентр частично уложили матами и вот сверху выкладывают еще резинку. Здесь также у нас будет резинка, здесь потому что вот баскетбольные кольца установили. Мы можем вот пройти по кругу. Резинка. Да, здесь будет обязательно резинка, да. Здесь раньше был обычный асфальт, но вот также вот сделали тротуар. Тротуар у нас. Бордюры новые положили? Да, бордюры все новые, да. Кроме того, значит, качество у нас проверяет наш технадзор, и качество асфальта мы в лаборатории у нас проверяют. То есть мы только принимаем после того, как у нас заключение есть в лаборатории. А вот газонную траву тоже вы посадили, да? Вот, да, газон мы посадили, да. Мы сделали все. Что будет? Пилевая площадь? А вот они просили, да? Да. Все-таки люди пользуются? Люди есть, кто просит. Я же говорю, вот в основном давно заселенный дом, люди друг друга знают. И Вот сюда еще, может, крупномеры посадить какие-то, вот, ну, чтобы вот даже вот загородить, вот, чтобы машины зимой не заезжали. Кроме того, вот тут начали также переходить к раздельному сбору мусора. То есть установили помимо стандартных контейнеров. Это вот общий, а тут вот пошел уже, да? Да. То есть у нас начинаем приучать наших жителей сортировать. Что вы там ищете? Я просто смотрю, что здесь вот здесь стекло, а здесь вот. Прям сортируется как положено? Да, вот это мечта вообще вот так вот. Ну, начинаем. Это бумага, картон, стекло. Да, да. А это Мупсах, да, проводит? Да. Мупсах делает, да? Да. А много таких по Уфе вот? Один квартал полностью, в тот раз по вашему поручению мы доработали телецентр, да. И вот сейчас вот эту модельную вещь, практически в те дворы, которые комплексным подходом, точно так же контейнерная площадка в составе. Это уже как бы своя программа А вот мне спецавтохозяйства. потом важно, стекло потом куда идет? Стекло на мусоросортировочной, перевалочной площадку спецавтохозяйства, которая уже по заключенным договорам поставка. А у уже нас же поставка. малосортировочная есть при спецавтохозяйстве, здесь где они базируются. Вот, на Большой Гражданской, и оттуда там еще... А потом потребители вот этого сырья есть, да, у них уже? Есть, Они сдают? есть. Да? Вот три варианта, которые первоначально уже есть как бы востребованность, по ним уже работаем. Ну, дальше будем развивать. Где делают такой контейнер? Ржев марш. Где? Ижевский, да, делают? А сколько стоит? 9 тысяч рублей контейнер.
А вот пластиковый сколько? Пластиковые, ну, от 9 до 15. Тоже так. А его где берете? Это Нижнекамский завод. Сейчас с педалями. Держители как бы открывать. Нажимаешь. Это мечта, честно сказать, что Сама так подойти спускается. мусор выбросить, не руками открывать вещи. А зимой они не лопаются на морозе? Ну, нет, именно только если на технические повреждения, если уронит, толкнут, а так мороз ходит. Механическое повреждение только это. Если вот удары и так далее. Райфрич, ну я первый раз вижу такие баки. Да, вот уже этот получше. Здесь также у нас будет высеяна трава, вот чуть позже. И будет у нас завершен. Осталось по большому счету А нам это где-то вот, полтора. ну, Это а здесь воркаут. Это воркаут он- у нас устанавливается. Будете, асфальт будет или тоже? Резинка. Резинка, тоже Резинка будет, да? обязательно, да. А вот схему двора с жителями согласовали, вот так, как они хотят. Да, обязательно. То есть сейчас у нас проводится, и до этого мы обсуждали. Да тротуаров не было, Рэй Фарич, парковок не было. Здесь же вот дома-то 60-х годов построены. Тут 4 метра проезда, и все, не парковок, ничего, поэтому асфальт много. И главное, сейчас жители очень хорошо воспринимают. Да, жители активны, потому что жителям нравится, жители постоянно приходят, мы постоянно что-то обсуждаем, что-то немножко перемещаем, двигаем скамейки, то есть активно идет работа. Когда будете сдавать? Через неделю мы планируем, через дней 10. Да, здесь также будет организован праздник двора. Мы обычно таким вот образом так вот, да? открываем, да. Информационный щит будет у вас? Информационный щит, да, обязательно Потому будет. что мы же еще даем информационный щит, правила, что собак не выгуливает, там технически ответственный за двор. И самое главное, я говорю, кто содержать двор будет? Ну, управляющая компания. У нас же утром в 7 часов проходит технический осмотр, то есть мастера ЖЭО проходят, все смотрят. Если где-то необходимо подкрасить, подмазать, тут же управляющая компания реагирует на это. То есть действительно здесь был такой ужасный был, да? Что у нас 492 заявки есть, а в этом году мы делаем 85 по основному, и из экономии еще 4 мы делаем. То есть А 492 заявки, ну, это значит, что вот, ну, Это практически- активность проявили, Да. обсудили, уже хотят. обратились, знают программу, хотят участвовать, софинансировать готовы. 5 лет, это 5 лет получается по 80. 80. И вот сегодня так же. Примерно так, да. Ну и просьба чуть было увеличить, если возможно, по финансированию. Да, мы сейчас считаем деньги, потому что ну, показалось, что... Но самое главное делать комплексно. Райфрич, я правильно понимаю, понравился вам двор? Да, вот этот двор понравился. Вот так, как мы его и представляем. Комплексно? Комплексно, да. Проспект Октября, 24. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфе. Смотрим, как реализуется программа комплексного ремонта подъездов. У нас два вида ремонта. Это мы подъезд ремонтируем и ремонт крыши. А крыши это какие? Это по линии, по капремонту? Да, по капремонту, да, да. да, совершенно верно. Очень правильно. Входную группу сделали, козырек сделали по ремонту. Дальше тамбурную дверь заменили. Плитку. Вот эта дверь новая. Нет, это входная оставили. Входная, Тамбурную дверь под замену. Плитку. Здесь у нас основа на масляной краску сделали. Жители так решили. По цвету все, как говорится. Это у нас все в процессе еще. А здесь будет? Зажелезнение сделаем. Ну просто подровнять, да? Да, потому что у нас по программе только Ну да, предусмотрено. первый, да, это я помню, да. Освещение поменяли. Какие там? Пятиэтажный. А что-то новое. Или еще не повесили? У нас Мало квартир. еще в процессе, да, но еще повесим, да, вешаем ящики. Нет, зачем? Ты уже на этот по 2 квартиры. А, все, да. Всего квартир мало, поэтому... понятно. А здесь не закончили еще? Нет, в процессе. С провайдерами также параллельно работаем. Это все уберется, в гофру уберем.
А, вот это вы будете менять? Вот, гофры полностью уберем, провайдерами. Основную как бы работу они выполнили уже. Кабель, каналы. А вот это будете как? Заделывать будем? Художественно. Ага. А здесь окна меняли еще, да? Нет, это по текущему ремонту было выполнено окна. А, ну тут объем работы небольшой. Да, да. В основном покраска, вот в коробок убираете, так? Угу. Вот как было, были подъезды. Фотографии. А, вы сдирали, да? Да, Или это вот было? Это так еще было. Мы когда тронули, это все упало просто. Ага. Здесь очень ужасный подъезд был. Да. Ради Фаридович, а можно к вам вопрос? Здравствуйте. Я проживаю вот в этом доме 26/1. Вторая линия. Ремонт не делается. Во время строительства семьи по дому пошли трещины. И если можете, давайте пройдем наш первый подъезд, посмотрите, в каком состоянии. Мы обращались в ЖЭУ. Там такие у нас страшные, так сказать, отшелушивается все это. Как-то пытались позапрошлом году зимой сделать покраску, да, но, естественно, зимняя покраска, она не удержалась, вся слетела. Вот идемте, посмотрите, пожалуйста, наш подъезд. А вот спортивную площадку будете делать, да? Да. Здесь вот это делать. Да. И потом объединить это для всех, да? Конечно, да. Мы здесь заменим оборудование, потому что здесь достаточно старые уже обшарпанные. Да. Вот этот асфальт уберем, то есть старый, и уже с нормальной резинкой все это сделаем. Ну, а по подъездам у нас же 6-летняя программа, то есть она у нас идет, и мы вот опять же уходим, вот от одного дома начали, и вот так расходимся, то есть чтобы все вокруг в микрорайоне, все были сделаны. Вот идемте, посмотрите, пожалуйста. Ну, как это можно? Протекает куда-то, да? Вот зимой сделали покраску позапрошлом году. Естественно, все это облупилось. Ну, как это можно в зимнее время делать покраску? Ну, точно так же и выше. Вы в управляющую компанию обращались? Обращались. Ну, ничего, нам это самое... Управляющая компания, как я говорю, что... А где трещины для вашего, вы говорите? Что? Трещина. Трещины по дому идут там. У нас дом перекосился. У меня окна вот так, вот такие щели образовались. Зимой невозможно, дуют со всех щелей. Ну, здесь, где управляющая компания-то? Разберитесь, управляющая компания. Да, конечно. Да, если надо, маячки выставите. Спасибо, что вы выслушали. Нет, вопрос Надеемся, да. когда тут, или уже им, вы говорите, внутри всю инженерию меняли, да? Значит, в прошлом году у нас же Да, сделали. Ремонт система водоснабжения, водоотведения. Фасад у нас. Ну, фасады, вот действительно вот такие дома страшные. Ну, страшно. Нет, просто вот девятиэтажка позже. Во-вторых, утепление. Когда мы же делаем фасадные Посмотрите, работы, включите, да. когда можете там... Ну, по своим, да. С городом отработаем тогда, Тогда как совместно. Спасибо. Спасибо. По городу. Наконец-то Хабирову увидели лицо. Мы за вас голосовали. Спасибо. Спасибо. А вот неожиданно, я думала, люди скажут спасибо, а люди говорят, у нас проблемы. А проблем-то очень много. Я никогда не говорил, что нет проблем. Их очень много. Но мы же постепенно решаем все. Видите, уже появляются, вот мы ездили, появляются вот такие дворы, появляются вот такие подъезды. Ну, много очень проблем. Продолжается рабочая поездка Ради Хабирова по Уфе, и мы отправляемся к домам номер 50/1 и 50/2 по улице Юрия Гагарина. Здесь реализуются обе программы – башкирские дворики и комплексный ремонт подъездов. Схема большой двор, опять же колодец, да, мы, Уфат Мансур здесь был несколько раз, мы тут внесли кое-какие изменения, дополнения, и вот сейчас как раз заканчиваем их реализацию. Вот
также здесь зелень была, деревья были, мы их максимально постарались сохранить. Не приняты здесь еще работы, здесь работы идут. Ну, вот, то есть здесь, конечно же, также будет отсыпан чернозем. Вот, выстроили дорожки. Здесь как раз дорожки мы сделали так, по тем тропам, которых люди. Вот, да. То есть именно так мы и сделали. Как не в городе, прямо в саду. Да, они молодцы. Видимо, в свое время крупномеры сажали, они в них прижились. Вот. Уютно Здорово. здесь. Ага. Значит, монтируется детская площадка. Также потом на завершающем этапе будет резинка положена. Вот, подготовлено все. И у нас вот будет вот тут вот у нас Детская воркаут. Смотрите, песочница с крышками. Я как бабушка говорю, это отлично. Домашние животные не заходят. Да и дождь, если песок сухой. То же самое, мягкая покрытие, да? Да, мягкое покрытие, да, все. Да. Ну, оно называется А здесь что будет? воркаут. А, И воркаут да. здесь будет, да? Основные деньги, я так понимаю, ушли на асфальт, да? Основной Всегда асфальт. асфальт. Самый дорогой, да. Ну, здесь, наверное, тоже двор был так себе. Да, здесь ничего не было, вот просто стояли деревья, были просто тропы, и вот мы восстановили вот эти все тропинки, тротуары вот сделали. Вот это же идут к школе, вот поэтому все восстановлено, да. А разметка тоже для машин будет? Обязательно будет, да. На завершающем этапе сейчас. Предмет тоже обсуждали, Конечно, обязательно. Это обязательно Активно устроено. выходили, нет? Активно. У нас жители очень активные. Сколько вы делаете здесь Сипайлова дворов в этом году? Вообще 18 по Октябрьскому, 13 в Сипайлово. 13 Сипайлова, да? Да. А вот там вот что там дальше? Пойдем посмотрим, вот что там. Давайте, пойдем. Вот тут школа. И я так понимаю, вы доступную среду вижу везде начали делать, да? Безусловно, То есть, да, безусловно, это предусматриваем всегда. Плюс мы провели анализ в тех домах, где у нас живут дети-инвалиды. У нас в башкирских двориках выявилось 3 таких дома. Мы там поставим 3 качели для инвалидов. Да. То, что... Вот идея какая Сипайлова, чтобы вот таких зон не осталось со временем. Но вот большое есть пространство, значит, тоже со временем сюда прийти и сделать. Здесь тоже вы будете вот равнять и газонить. Да. А вот здесь вот что будет? Это что здесь? Большой прекрасный двор сделать. Спасибо. Спасибо. Вот же сейчас, видите, вот ПГС, вот он машет. Первый же ветер во двор. И вот вдоль набережной то же самое, разрыв между домами и улицей набережной, и по самой набережной, где-то 100-150 метров, вот это ПГС. И пока мы его не закроем, не благоустроим, к утру все дворы убранные, а как ветер дует, весь песок у нас уже здесь. Большая проблема – это тополя в городе. Вот посмотрите, дом, вот в этих квартирах практически не бывает света. Мы, если начнем их валить, полдома выскочит, скажет, мы вас кончаем. То же самое было и у нас во дворе. Я старше по дому вот этого дома. Вот. А что думаете, кронировать хотя бы, да, или как? Да не кронировать, надо убирать. И убирать, и сажать хорошие, красивые, декоративные деревья. А с одной стороны, он правильно говорит, видите, конечно, солнце не падает, вообще закрыто. Санации вообще нету, по нормам ни по каким не проходит. У нас такая служба вот это вот озеленение города. Мы когда начинаем выходить на них, да, это вот бумаги, это деньги жильцов и ЖЭО, когда решают. Вот. То есть, хотя и вроде как находится на территории рядом с домом, да, но мы не решаем, решает Зелентрест, разрешить нам пилить или не разрешить. Каждое дерево в городе чуть ли не по паспорту. Хорошо, и правильно, это хорошо. Вот эту площадку делали, да, 40 с лишним деревьев срубили. Вот асфальт крыли, да, 40 деревьев спилили вы. Давайте мы лучше подумаем, давайте вот я давайте подумаем, что здесь делать будете. Вот здесь лучше здесь продумать. Да, делайте. Районный сквер. Да. Там что не доберете сами, ну я же всегда помогаю. Да, конечно. То есть сквер взамен этих тополей или как?
Нет, с тополями с тополями люди сами пусть решают. Это не надо вмешиваться. Мы снова в подъезд. Да. Ремонт подъезда? А доска объявления вот так решили, да? Да, удобно, потому что Они внутри? объявление. Они внутри лучше. При входе, наверное. Но зимой-то она вся рвется. Так, тамбурную дверь также заменили. Люди так Да. С провайдерами тоже отработано по данному дому. Замечаний нету. Жители уже приняли этот дом. Уже Вот приняли. всё полностью, да. Вот это тоже... Тоже, да, поручни заменили. Здесь люди активные, старшие по дому активные. Здесь, А цвет сами выбирали? да, конечно, это... А здесь штукатурка была, да? Здесь до этого была масляная. А сейчас вот сделали декоративную такую штукатурку, которая хороша. Лампы здесь такие. Это здесь один двух на шум и на свет. Ага. Похоже, неплохо. Вы довольны? Да, неплохо, да. Здесь и плитку поменяли, смотрю, на втором этаже. А у нас договоренность, первый этаж обязательно плитку менять. Это обязательный элемент этой программы. А вы обратили внимание на доску? Вот эту доску все-таки надо продумать. Вот в будущем, в этом году уже там, вы тем более, вообще-то неправильно, потому что мороз и так далее. Это все надо внутрь заводить, и там объявление. Потому что сюда начнут лепить вот эти все продажи всякие, а внутри, да, туда не зайдут люди. А вот это вот, ну это было, наверное. Да, Это было. Вы сейчас начали обсуждать, нет? Или еще не приступали? Начали. Следующие. Уже понимание есть, да? Да, ряд протоколов уже подготовили, схемы сейчас утверждаем с жителями. Повторно будем с ними встречаться, когда мы схему подготовим, будем показывать. Они сейчас начнут дизайн-проекты нам предоставлять, защиту делать, мы согласовываем, когда все увидим, чтобы вот земля была. Значит, на следующий, вот сейчас еще одну историю надо начинать. Значит, в каждом муниципалитете должна быть комплекс двор главы республики. То есть, вот, во-первых, ты продумай, как она будет избираться. Условно, в Уфе, получается, их 7 таких должно быть. Понятно. А по районам, в каждом муниципалитете, да. Либо я на детскую площадку, либо на это и так далее. Значит, в Уфе 8 и по республике в каждом городе. Да. 63. Все, как населенный пункт, все понятно. Да, вот это. Но надо, чтобы люди участвовали, вот, поборолись за это. Это должны быть те площадки, которые не вошли на следующий год, а мы дадим им еще один шанс, там, кто более активный, чтобы... Как грант будет, получается. Да, как грант, да. Рафич, а что это за предложение у вас по дворам главы? Это, детские площадки главы. Мы будем выделять хорошую, детскую площадку, где-то на каждом муниципалитете в районе 5 миллионов. И люди должны сами выбрать, чтобы потом у меня в каждый раз я в город приезжал, я понимал, вот я приду туда, посмотрю. Но это Эталонная площадка должна быть. Это дополнительное, поощрение муниципалитетов и жителей, которые активно хотят, чтобы у них вот такая история была. У нас первая программа после выборов. Мы думали, немножечко отдохнем и мы, и вы. Темпа не сбавились. Мы полдня же отдохнули. Полдня отдохнули. Спасибо.